Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Взяв фотокамеру и блокнот, я часто отправляюсь в дальние поездки по полуострову, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому вместе с телекомпанией АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. В наших предыдущих прогулках по Крыму мы посетили самые отдаленные уголки полуострова – Оркапы, Арабат, Яникале. Сегодняшнее путешествие гораздо короче. Его цель лежит всего в 6 километрах от Симферопольской окраины. Однако то, что мы увидим там, можно по праву назвать самым загадочным памятником крымско-татарской архитектуры. Он стоит в густо заселенной местности, неподалеку от большого города. Он виден с шоссе, по которому проезжают тысячи машин. И в то же время никто, даже специалисты, ничего толком не знает о нем. Мы отправимся к этому памятнику и познакомимся с ним. Долина Салгира. Щедрые воды крупнейшей Крымской реки сделали этот край цветущим и плодородным, и потому села тянутся здесь почти не прерываясь от Симферополя до самых подножий Четырдага и Демирджи. Эта местность всегда была многолюдной. Здесь есть и следы поселений каменного века, и скифские курганы, и крымско-татарские поселки, и русские дворянские имения. А самым заметным из здешних древних памятников является здание мечети неподалеку от села Эски-Сарай. Эски-Сарайская мечеть – это большое и массивное здание. Толщина ее стен более метра. Когда-то она была увенчана круглым куполом, а к ее стене был пристроен минарет, от которого сегодня остается лишь фундамент. Можно заметить, что здание построено из 3 разных сортов камня. Его стены сложены из желтого песчаника, карнизы окон и дверей вытесаны из белого известняка, а кровля была сложена из серого туфа. Туф – это пористый камень, чем-то похожий на окаменевшую пену, и поэтому в сравнении с другими породами он очень легок. Именно его и использовали древние строители для того, чтобы построить купол, чтобы тот был достаточно широким, но в то же время не был слишком тяжелым. Увы, купол давно обвалился, и сегодня верх здания представляет собой сплошное круглое отверстие. Внутри сохранился михраб, украшенный искусной резьбой по камню. В кладке стен заметны толстые деревянные балки. Это значит, что внутри мечети был устроен деревянный балкон, где во время намаза собирались женщины. Снаружи, у восточной стены, можно видеть пристройку. Это тоже мечеть, только малая. Она очень похожа на основное здание.
Она тоже имела туфовый купол и резной михраб. Для чего она была предназначена? Звучало мнение о том, что она была построена специально для женщин. Однако в крымско-татарской архитектуре не было обычая возводить отдельные женские мечети, да и следы балкона в основном здании четко указывают на то, где располагались мусульманки во время молитвы. Более вероятно, что малая мечеть могла относиться к медресе, если такое существовало в Эскисарае. Но окончательный ответ на этот вопрос могут дать лишь археологические исследования. Словом, с первого взгляда заметно, что это здание сильно отличается от большинства других старинных мечетей Крыма, и причиной тому его очень почтенный возраст. Когда-то на полуострове существовало еще две постройки, очень похожих на Эскисарайскую мечеть. Это были мечети в селах Колеч и Карагоз, нынешняя Новопокровка и Первомайская под Старым Крымом. Обе они были сооружены еще в XIV веке, то есть в эпоху Золотой Орды. К большому сожалению, сегодня мы можем видеть их лишь на старых снимках, потому что в 1950-х годах оба этих ценнейших памятника были уничтожены. В отличие от них, Эскисарайская мечеть уцелела. И теперь, наряду с мечетью Узбек-хана в Старом Крыму, она может по праву считаться одной из самых старых мусульманских культовых построек на всем полуострове. Одновременно она остается и одним из наименее изученных памятников Крыма. Что же мы знаем об этом сооружении? На страницах путеводителей и веб-сайтов нередко можно прочесть, что эта мечеть стояла при дворце Калга-Султанов, наследников ханского престола, и что здесь располагался ханский монетный двор. Что касается монет, то их здесь и впрямь издавна находили в немалом количестве. И даже само село Эскисарай после депортации было переименовано в Монетное. Но с другой стороны, точно известно, что в этих краях ханы монет не чеканили. На ханских монетах указывались 6 монетных дворов: Крым, Орду-Базар, Кефе, Кыркьер, Гызлев и Бахчисарай. Ни Эскисарая, ни Ак-Месджида мы среди них не найдем. Более того, при Золотой Орде, когда была возведена эта мечеть, еще не существовало ни города Ак-Месджид, ни титула Калга-Султан. Все это появилось позже, уже при Крымском ханстве. Но откуда же тогда взялись предания о дворце, о монетном дворе, да и само название села Эскисарай? В поисках ответа способны помочь вот эти остатки стен на горном склоне невдалеке от мечети. По словам путешественников, в XIX веке они еще не были столь разрушены и еще не заросли деревьями. Эти стены окружали просторный двор, по углам которого стояло 4 высоких квадратных башни. Посередине двора были заметны развалины каких-то построек. И вот на этом дворе, по словам жителей села, находки серебряных и медных монет были особенно обильны. Зная такие детали, становится возможным предположить, что это была за постройка. В Крыму не было принято возводить дворцы в виде замков с башнями. Зато именно башнями и стенами по всему полуострову были укреплены от воров и грабителей десятки караван-сараев.
В караван-сараях собиралось множество купцов с тугими кошельками меди и серебра, и теперь, наверное, становится понятным, откуда здесь могло взяться такое обилие найденных монет. Эскисарай – не единственный памятник ордынского времени в окрестностях современного Симферополя. В 15 километрах от города, в селе Шейхкой-Давыдово, стоят руины другой мечети. Она была выстроена в 1358 году при золотоордынском хане Бердибеке крымским наместником Кутлук-Тимуром. Об этом сообщали арабские надписи над ее входом, которые в 1928 году записал крымско-татарский ученый Осман Акчокраклы. После войны власти поступили с этой мечетью так же, как и с древними постройками в Колече и в Карагозе. Ее взорвали. При взрыве уцелел лишь михраб, украшенный тонким резным орнаментом. Он и сегодня высится над заросшими руинами. Еще одно удивительное напоминание о златоордынских временах имело место в 1967 году, когда при рытье котлована на окраине Симферополя был найден уникальный клад. Включая 318 предметов из золота, серебра, жемчуга и драгоценных камней, он весил более 2,5 килограммов. И самым ценным здесь был даже не материал изделий, а сама их многочисленность и разнообразие. Ведь до наших дней дошло очень мало вещей, произведенных в Золотой Орде. Наличие предметов, изготовленных в Крыму, на Нижней Волге, в Индии, Италии, Аравии, доказывало широкие торговые связи Крыма в те времена. Среди прочих сокровищ есть даже такой редчайший предмет, как серебряная пайца. Ордынские ханы выдавали их своим высшим сановникам как символ власти, и обладатель пайцы был вправе требовать от любого человека беспрекословного выполнения своих приказов. По законам советского времени все найденное золото должно было отправляться в центр, и потому Крымская сокровищница сейчас хранится в Государственном историческом музее в Москве. Судя по здешним памятникам, в Эскисарае мог располагаться крупный духовный и торговый центр. Здесь находилась большая мечеть с древним кладбищем и, возможно, с медресе при ней. Здесь находился караван-сарай и, конечно, рынок. Но очевидно и то, что этот центр угас очень и очень давно. Возможно, это случилось еще до возникновения Крымского ханства, в последние десятилетия Золотой Орды, когда в ней царили усобицы, смуты и разруха. Во всяком случае, документы ханского времени молчат об Эскисарае, а российская администрация застала село уже в упадке, а мечеть в запустении. Вот что я могу рассказать об этом строении, знакомство с которым приоткрывает очень важную страницу из прошлого Крыма. Не надо быть инженером или архитектором для того, чтобы взглянуть на него и понять, здание находится в угрожающем состоянии. Будет невосполнимой и непростительной потерей, если этот памятник, который еще даже не начали, как полагается, изучать, окончательно разрушится и погибнет. Я надеюсь, этого не случится, и Эскисарай откроет нам еще немало тайн крымской истории.